В начале заседания Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу Минздрава «Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии». Финансирование программы осуществляется за счет республиканского бюджета. На ее реализацию в 2023 году предусмотрено 90 миллионов рублей. Ежегодно в Министерство здравоохранения Республики Абхазия поступает заявление от граждан, которым необходимо оказание указанной медицинской помощи. В медицинских учреждениях республики не оказываются определенные виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи из-за отсутствия необходимой материально-технической базы. В связи с чем Министерство здравоохранения Республики Абхазия вынуждено направлять граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами республики. Аналогичная целевая программа реализовывалась и в предыдущие годы. В рамках реализации программы в 2022 году на лечение было направлено около 1300 пациентов. На эту программу государство не будет экономить никакие средства. Так, Эдуард Владимирович? Это наша общая государственная позиция. Сколько нужно будет денег, столько денег мы и найдем. Таково поручение президента, и мы будем его выполнять. Поэтому требования к Министерству здравоохранения, к профильным учреждениям, ко всем членам правительства очень внимательно подходить к реализации этой программы. Мы все имеем к этому отношение. Все абсолютно. Потому что обращение не только в Минздрав, правильно, обращение к депутатскому корпусу, обращение в администрацию президента, обращение к вам, как членам правительства, с просьбой помочь. И требование президента, мое требование, у нас консолидированное требование по этому поводу, реагировать немедленно. Также утверждена программа централизованного приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медучреждений. Ее цель – улучшение качества медицинской помощи путем устранения дефицита препаратов и медизделий, а также своевременное обеспечение ими. На финансирование программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Для лечения детей с неврологическими заболеваниями, такими как ДЦП, эпилепсия, необходимы для лечения беременных, находящихся на амбулаторном наблюдении, это антикоагулянты, иммуноглобулины и так далее. Необходимы для лечения больных сахарным диабетом, инсулин, средства измерения уровня глюкозы в крови, инсулиновые помпы и расходные материалы к ним. Необходимы для лечения больных с онкологией, химиопрепаратами третьей линии. Необходимые для оказания неотложной помощи пациентам, поступающих в медицинские учреждения в курортный сезон с инфекционными заболеваниями, вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа. На реализацию программы развития и совершенствования организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в 2023 году предусмотрено 50 миллионов рублей. Основные задачи программы – повышение продолжительности и качества жизни больных с ХПН. В рамках реализации программы будут осуществляться формирование Министерства здравоохранения Республики Абхазия заявок на приобретение расходных материалов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения для проведения процедуры гемодиализа, а также лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований. Сегодня эти процедуры проходят неплохо. Нагрузки огромные на персонал. Так, да, в среднем в год там, до 7 тысяч процедур. Это не просто так. Сделайте, в кавычках, поход туда, поговорите с персоналом, послушайте их. Там были замечания одно время от больных, такие технические вопросы, назовем, там, переодевание, там, да, ну и так далее. Посмотрите, как это происходит сейчас, все ли там в порядке. Вот, поблагодарите персонал, и мы будем по-прежнему заботиться об этой категории больных. Так? Все. Далее Кабмин принял программу совершенствования противотуберкулезной помощи населению, которая нацелена на стабилизацию эпидситуации по данному заболеванию. Также была утверждена программа реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В нынешнем году на нее предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Задачами программы выступает создание системы реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, а оснащение РРЦ расходными материалами для изготовления протезов голени и протезов бедра, а также медицинскими изделиями.
Кабмин утвердил программу «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах республики». Ее цель – обеспечение максимально возможного комплектования ВС физически и психически здоровыми призывниками. Также было принято распоряжение о единовременной выплате семьям добровольцев Казбека Биджева и Дмитрия Цвижба, погибших на Донбассе. Их семьям выплатят по 1 миллиону рублей. Премьер-министр отметил, что помимо выплат наш долг параллельно помогать семьям погибших. На заседании были также внесены изменения в постановление о нормах положенности автотранспортных средств. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.